Добрый день, телезрители, коллеги, друзья. Сегодня я хотел осветить одну из самых главных тем, сопутствующих госторгам, а именно ответить на вопрос, кто такой тендерный специалист. В ходе передачи постараюсь ответить на следующие вопросы. Что должен знать тендер-менеджер? Так иногда называют такого специалиста. Какое образование должен иметь специалист по тендерам? Конкурсный специалист – выходец из собственной компании или наемный сотрудник? На мой взгляд, это самые главные вопросы, которые задают себе компании, начинающие тендерную деятельность. Соответственно, шаг за шагом давайте отвечать на все интересующие всех вопросы. Начинаем с самого основополагающего. Кто такой тендерный специалист? По моему мнению, это сотрудник компании, который занимается поиском интересных закупок, подготовительными работами по организации подачи тендерной заявки и непосредственно их подготовкой, имеет специализацию специалиста по конкурсным торгам, его еще могут называть специалист по тендерам, тендер-менеджер, специалист по торгам. Собственно, названий у этой специальности очень много. Давайте немного истории. Эта профессия появилась совсем недавно. Потребность в ней появилась с претворением в жизнь федерального закона 94 ФЗ в 2005 году, а также пришедшего ему на смену в 2013 году 44 федерального закона. Эти законы сделали процесс осуществления государственных закупок более регламентированными, по сути, в корне его изменив. Такие нововведения в сфере законодательства предусматривают проведение открытых аукционов и конкурсов в электронной форме, что в свою очередь толкает компании к необходимости введения новой должности в своей структуре. Это специалист по проведению электронных торгов. Таким образом, успех проведения тендерных конкурсов в компании сегодня зависит от результативности работы данного сотрудника, который, в свою очередь, просто обязан соответствовать необходимым профессиональным и личностным критериям. А проще говоря, быть умом, честью и совестью сферы тендерных продаж своего учреждения. Хочу обратить внимание, что сейчас очень много курсов, обещающих сделать вас специалистом по тендерам. Сразу хочу заметить, что в рамках одного семинара этого сделать невозможно. Данная сфера очень емкая. В одном только законе 44 ФЗ 114 положений, 50 постановлений правительства Российской Федерации и огромное количество подзаконных документов, приказов, разъяснения. Что касается 223 ФЗ, тут вообще другая история. Нужно знать сам закон, нужно знать 135 ФЗ, Федеральный закон о защите конкуренции, знать Гражданский кодекс, включающий в себя, внимание, больше 1000 статей. И также неплохо иметь представление о таком документе, как Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Его еще иногда называют КоАП РФ. Надеюсь, теперь вы понимаете, что тендер-менеджер как минимум должен знать эти нормативные документы, а как максимум, конечно же, иметь юридическое образование. Правда, хочу заметить, что знание этих постановлений абсолютно не дает стопроцентной гарантии правильного их использования, так как все мы понимаем и знаем сырость наших указов, законов, актов, что в свою очередь дает возможность крутить этими нормами как заблагорассудится. Тут, конечно же, поможет опыт вашего специалиста по торгам. Давайте перейдем к обязанностям специалиста по тендерам. На плечи человека, отвечающего за исследование и участие тендерных конкурсов и аукционов, ложится масса ответственных задач, от которых зависит успех и доходы компаний в области государственных или муниципальных закупок. Так все-таки чем же занимается тендерный специалист? В круг его обязанностей входят такие операции, как отслеживание тенденций в рамках специализированных тендерных площадок в интернете и выявление существующих на них предложений о проведении открытых конкурсов или аукционов. Далее это, конечно же, поиск аукционов или конкурсов, которые именно соответствуют специфике профиля компании, так как тендеров очень много. И он же определяет целесообразность участия в них. Дальше на нем подготовка тендера и всей сопутствующей документации и операции, сопутствующие тендеру.
оказание помощи в регистрации и предоставление заявок на участие в торгах, а также их составление. Это еще не все. Консультации по поводу сбора требуемой документации, регистрация на специализированных для проведения тендерных закупок сайтах, согласно чего осуществляется дальнейшая аккредитация на электронных площадках, актуальный анализ документации по госзакупкам и контроль за проведением тендера на всех его этапах, переговоры в письменном, устном, электронном виде с организацией, которая проводит конкурсные торги. И это, друзья, я привел не полный перечень, но основной перечень функций, который обязан выполнять менеджер по тендерам в соответствии со своей должностной инструкцией. Ну, как я уже говорил, это далеко не полный перечень обязанностей. В рамках одной передачи очень сложно передать весь спектр обязанностей. Тем не менее, основные, конечно же, я затрону. Как видим, он должен осуществлять полноценное тендерное сопровождение, анализ экономической ситуации на протяжении осуществления всего цикла проведения конкурса или аукциона, а также максимально возможно контролировать процедуру. Теперь к требуемой квалификации. В сфере образования Российской Федерации на данный момент, к сожалению, не существует узкой профессиональной специализации менеджера по тендерам. Именно поэтому на эту должность компании набирают тех специалистов, которые имеют, как правило, высшее образование по финансовому профилю и имеют высокую квалификацию и опыт в данной области. Хотя, хочу напомнить, что в обязательном порядке в тендерном отделе либо должен быть юрист со знанием из области госторгов, либо, ну, конечно же, это в идеале, сам тендер-менеджер должен иметь соответствующее юридическое образование. Компетенции, которыми должен обладать тендер-менеджер, включают в себя следующее. Это аналитический склад ума. Данный специалист дает оценку тендерным конкурсам, определяет степень их эффективности для компании. Поэтому он должен уметь прогнозировать, исследовать, рассчитывать и адекватно оценивать преимущества и недостатки совершаемой экономической операции. Юридическая осведомленность. От данного сотрудника требуются также прочные знания законов, которые касаются не только государственных или муниципальных закупок и коммерческих операций, которые их сопровождают, но и вообще он должен знать юриспруденцию вообще. Осведомленность у него должна быть высокая юридическая. Теперь по поводу пользования компьютером. Речь идет не только о подкованности в азах работы на компьютере, а еще об умении использовать в своей деятельности специальные программы для осуществления мониторинга и проведения конкурсных торгов. Теперь насчет знаний в области делопроизводства. В число обязанностей тендерного специалиста входит подготовка и экспертиза аукционной документации, что, в свою очередь, объясняет необходимость владения всеми тонкостями ведения документооборота в области, соответственно, тендеров. Главное, что должен помнить тендерный специалист, это то, что от одной его ошибки в деловых бумагах, которые он готовит по тендерным закупкам, может зависеть успех всей компании, организации в участии в тендере. Соответственно, сделаем вывод. Менеджер по тендерам должен быть профессиональным работником, обладающим фундаментальными знаниями, умениями и навыками во многих областях и сферах, а также иметь опыт работы в экономической сфере, в частности в области тендерных госзакупок. Набор необходимых личностных качеств немаловажен для плодотворной и качественной работы специалиста по тендерам. Соответственно, черты его личности гарантируют выполнение своей работы на высоком уровне. Среди необходимых качеств, на мой взгляд, должны присутствовать такие, как умение быстро и эффективно налаживать контакт в общении с людьми, честность, обязательно честность, старательность и усердие в работе, скрупулезность и точность действий, требовательность к себе, устойчивость к стрессам и напряженной работе. Обратите внимание, мобильность вынесения решения тоже для него очень важна. Немаловажным для менеджера по тендерам является и умение преподать себя с лучшей стороны, в том случае, если необходимо будет лично презентовать компанию на конкурсных торгах перед их участниками,
а также развязывать сложные ситуации и конфликты, которых очень много в этой сфере. Хочу обратить внимание на качество честность. Вы должны понимать, это очень коррумпированная сфера, требующая от вашего сотрудника чистоплотности в этой области. Немаловажное качество для специалиста по ННРам еще является устойчивость к стрессам, я уже говорил, и напряженной работе. Как пример, приведу ситуацию, когда, например, ваш специалист по госторгам может единовременно играть 5-6 аукционов на нескольких компьютерах, и при этом каждый аукцион может идти 2-3 часа. Поверьте, ситуация не для слабонервных. Еще специалист по тендерам должен постоянно, на мой взгляд, заниматься личным и профессиональным развитием. В этой сфере, как нигде в другой, требуется постоянное повышение квалификации. Меняются законы, вводятся уточняющие нормативные правовые акты. Некоторые нормы утрачивают силу, появляется уточняющая правовая практика. Все это в обязательном порядке должен знать и уметь применить. Не просто знать, а уметь применить ваш специалист по торгам. Далее. Работник должен иметь за плечами опыт достигнутых высоких результатов. Это могут быть первоклассные тендерные проекты, победные результаты крупных аукционов и конкурсов, возможно, подтвержденное большое количество процедур, подготовленных этим специалистом. Несмотря на небольшое количество побед, они обязательно должны быть у этого тендерного специалиста. Должен быть и опыт проведенных разнообразных процедур. Поверьте, это тоже квалификация, не сомневайтесь. Я говорил и говорю, что ответственность за победу лежит не только и даже не столько на тендерном специалисте, а сколько на многих других отделах компании. Юристы смотрят юридические тонкости, технические специалисты подбирают аналоги, закупщики дешево приобретают товар, логисты снижают издержки и так далее. Надеюсь, теперь понятно, почему неправильна позиция тех компаний, которые за победу спрашивают только с тендерщика своего. Ладно, давайте продолжим. Визитной карточкой тендерного специалиста может быть работа в крупной, известной, преуспевающей компании. Это тоже своего рода достижение. Участие потенциального специалиста во всевозможных тематических конференциях тоже приветствуется. Есть мнение, что непрерывно совершенствуясь в какой-то определенной сфере, однозначно улучшаются и другие личностные показатели. Из чего мы, соответственно, можем сделать вывод, что профессионально развивающийся тендерный специалист принесет пользу и в какой-то другой остальной деятельности компании и подойдет организации как личность. Сюда же, к развитию, припишем сертификаты по обучению и повышению квалификации. Они обязательно должны быть. И их не должно быть 1 или 2. Спросите, почему? Все просто. За 10 лет у нас один закон, 94 ФЗ, сменил другой закон, 44 ФЗ. Помимо него закупки регулируют еще и 223 ФЗ. Чтобы ориентироваться в 223 ФЗ, нужно знать гражданское законодательство и 135 ФЗ. И боюсь, это еще далеко не все. Так что подумайте. Сами, достаточно ли 1 или 2 курсов переподготовки? Вряд ли. Теперь основной вопрос. Тендерный специалист, работник из собственной компании или все-таки наемный сотрудник? Вопрос спорный. Ну, давайте рассмотрим какие-то основные моменты. Опытный наемный специалист, привлеченный, все умеет и все знает, но дорогой. Количество допускаемых ошибок у него минимально, но он мотивирован только на деньги. Он знает тонкости и секреты своей работы, но не предан компании. Знает все сферы госторгов, но не знает специфику и сильные стороны своей компании, где работает. Теперь переходим к собственному обученному тендерному специалисту из числа сотрудников. Ну, конечно же, недорогой. Но не исключена фатальная ошибка для компании, при которой будут потеряны большие деньги. У него мотивация на карьерный рост. Он предан компании, но абсолютно не знает тонкостей и секретов профессии и не обладает должным опытом. Итак, решение за руководством компании, какого специалиста нанимать, конечно же, решать вам. Теперь, какова ключевая роль такого работника? Как мы видим, тендерный специалист не просто обеспечивает эффективное участие в тендерах для той или иной организации. В сфере осуществления тендеров такой работник просто ключевая фигура для компании.
потому что именно от него зависит быстрое достижение учреждением поставленных задач и успех в целом. На практике награда за столь достойный и упорный труд обычно находит отражение в большом размере заработной платы тендер-менеджера. Это очень важный человек. Хотя, замечу, не всегда и не везде. Многие руководители, то ли не понимая, то ли не хотя понимать, ищут сотрудников за мизерную зарплату на эту должность. При этом хочу заметить, любой некорректный шаг может привести к убыткам в сотни тысяч рублей, а то и миллионов. Разве можно экономить на специалисте из этой сферы? Конечно, нельзя. Для вас специалист по тендерам может оказаться курицей, несущей золотые яйца, а может якорем, тянущим бездну, и привести вашу компанию к огромным финансовым потерям. Опять же, конечно же, друзья, решение и выбор за вами. В течение передачи, будучи объективным, я постарался рассмотреть детально требования и качество данного сотрудника и указать на его влияние на процесс участия в торгах. Конечно, в итоге решение за каждой компанией, кого и с какими качествами нанимать. Думайте, решайте. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. С вами в студии был Берулев Олег. Удачи в госторгах.